Лейтхатен – жениться или выходить замуж. В этом видеоуроке мы с вами полностью освоим глагол лейтхатен – глагол «жениться» или «выходить замуж» в иврите. Мы посмотрим на полное спряжение этого глагола, мы узнаем, с какими предлогами этот глагол употребляется, мы пополним наш словарный запас и применим все на практике в устном упражнении. Зман настоящее время. Они митхатен. Ата митхатен. У митхатен. Они митхатенет. את מתחתנת, היא מתחתנת, אנחנו מתחתנים, אתם מתחתנים, הם מתחתנים, אנחנו מתחתנות, אתן מתחתנות, הן מתחתנות, מתחתן, מתחתנת, מתחתנים, מתחתנות. זמן עבר, прошедшее время. הוא התחתן. אני התחתנתי. אתה התחתנת. את התחתנת. הוא התחתן. היא התחתנה. אנחנו התחתנו. אתם התחתנתם. אתן התחתנתן. הם התחתנו. הן התחתנו. זמן עתיד, будущее время. אני אתחתן. אתה תתחתן. את תתחתני. הוא יתחתן. היא תתחתן. אנחנו נתחתן. אתם תתחתנו. אתן תתחתנו. הם יתחתנו. הן יתחתנו. Циву и повелительное наклонение при обращении к мужчине. Титхатен при обращении к женщине. Титхатни при обращении к группе. Титхатну. Титхатен. Титхатни. Титхатну. Циву и шлили отрицательная форма повелительного наклонения при обращении к мужчине. Аль титхатен при обращении к женщине. Аль титхатни при обращении к группе. Аль титхатну. Аль титхатен. Аль титхатни. Аль титхатну. Предлоги глагола лейтхатен. Глагол лейтхатен употребляется с предлогом им, отвечающий на вопросы, на ком жениться или за кого выходить замуж. И давайте вспомним местоимение предлога им. Со мной. Идти. Идти. С тобой, с мужчиной. Итха. Итха. С тобой, с женщиной. Итах. Итах. С ним. Ито. Ито. С ней. Ита. Ита. С нами. Итану. Итану. С вами, с мужчинами. Итхем. Итхем, с вами, с женщинами. Итхен. Итхен, с ними, с мужчинами. Итам. Итам, с ними, с женщинами. Итан. Итан. Ити, итха, итах, ито, ита, итану, итхем, итхен, итам, итан. Находить. Лимцо. Лимцо. Посмотрим на полное спряжение этого глагола. Змановое настоящее время. Они моце. Ата моце. У моце. אני מוצאת. את מוצאת. היא מוצאת. אנחנו מוצאים. אתם מוצאים. הם מוצאים. אנחנו מוצאות. אתן מוצאות. הן מוצאות. מוצא. מוצאת. מוצאים. מוצאות. זמן עבר, прошедшее время. הוא מצא. אני מצאתי. אתה מצאת. את מצאת. הוא מצא. היא מצאה. אנחנו מצאנו. אתם מצאתם. אתן מצאתן. הם מצאו. הן מצאו. זמן עתיד, будущее время. אני אמצא. אתה תמצא. את תמצאי. הוא ימצא. היא תמצא. אנחנו נמצא. אתם תמצאו. אתן תמצאו. הם ימצאו. הן ימצאו. Цивуи – повелительное наклонение при обращении к мужчине. Тимца – при обращении к женщине. Тимцеи – при обращении к группе. Тимцеу. Тимца. Тимцеи. Тимцеу. Цивуи шлили – отрицательная форма повелительного наклонения при обращении к мужчине. Аль тимца – при обращении к женщине. Аль тимцеи –
При обращении к группе альтимцеу, альтимца, альтимцеи, альтимцеу. В предлоге глагола лимцо. Глагол лимцо употребляется с предлогом «эт», отвечающий на вопросы «кого», «что». И давайте вспомним местоимение предлога «эт». Меня. Ути. Ути. Тебя, мужчину. Отха. Отха. Тебя, женщину. Отах. Отах. Его. Ото. Ото. Ее. Ота. Ота. Нас. Отану. Отану. Вас, мужчин. Отхем. Отхем. Вас, женщин. Отхен. Отхен. Их мужчин. Отам. Отам. Их женщин. Отан. Отан. Оти, отха, отах, ото, ота, отану, отхем, отхен, отам, отан. Найти того самого. Лимцо эт аэхад. Лимцо эт аэхад. Найти ту самую. Лимцо эт аахат. Лимцо эт аахат. Друг друга. Два мужчины. Эхад эт ашени. Эхад эт ашени. Друг друга. Две женщины. Ахат эт ашния. Ахат эт ашния. Друг друга, мужчина и женщина. Эхад эт ашния. Эхад эт ашния. Эхад эт ашени. Ахат эт ашния. Эхад эт ашния. Дословно получается один второго, одна вторую и один вторую. Холостяк. Равак. Равак. Незамужняя. Равака. Равака. Холостяки. Раваким. Раваким. Незамужние. Равакот. Равакот. Равак. Равака. Раваким. Равакот. Вечеринка. Месиба. Месиба. Вечеринки. Месибот. Месибот. Мальчишник. Месибат раваким. Месибат раваким. Устроить мальчишник. Лаасот месибат раваким. Лаасот месибат раваким. Девичник. Месибат равакот. Месибат равакот. Устроить девичник. Лаасот месибат равакот. Лаасот месибат равакот. Свадьба. Хатуна. Хатуна. Свадьбы. Хатунот. Хатунот. Банкетный зал. Улам эруим. Улам эруим. Банкетные залы. Уламот эруим. Уламот эруим. Церемония бракосочетания. Хупа. Хупа. Жених. Хатан. Хатан. Невеста. Кала. Кала. Женихи. Хатаним. Хатаним. Невесты. Калот. Калот. Хатан. Кала. Хатаним. Калот. Муж. Бааль. Бааль. Жена. Ища. Ища. Мужья. Беалим. Беалим. Жены. Нашим. Нашим. Бааль. Ища. Беалим. Нашим. Женатый. Насуй. Насуй. Замужняя. Несуа. Несуа. Женатые.
נשואים, נשואים, замужние, נשואות, נשואות, נשוי, נשואה, נשואים, несуот. Приступаем к устному упражнению. Перед вами предложение на русском языке. Как только появляется предложение на русском, поставьте видео на паузу. После этого постарайтесь перевести предложение на иврит вслух. Переводить нужно именно вслух, так как в этот момент прорабатываются активные разговорные навыки. После того, как вы перевели фразу на иврит, воспроизведите видео и посмотрите, совпадает ли ваш вариант с вариантом, написанным на экране. Существительные, помеченные желтым цветом, определенно и следовательно должны произноситься с определенным артиклем. Сасон женится. Сасон митхатен. Сасон митхатен. Сиван выходит замуж. Сиван митхатенет. Сиван митхатенет. Сасон и Йоси женятся. Сасон и Йоси митхатним. Сасон и Йоси митхатним. Сиван и Сапир выходят замуж. Сиван и Сапир митхатнот. Сиван и Сапир митхатнот. Почему ты еще не женился? למה עדיין לא התחתנת? למה עדיין לא התחתנת? Я не женился, потому что еще не нашел ту самую. לא התחתנתי כי עדיין לא מצאתי את האחת. לא התחתנתי כי עדיין לא מצאתי את האחת. Почему ты еще не вышла замуж? למה עדיין לא התחתנת? למה עדיין לא התחתנת? Я не вышла замуж, потому что еще не нашла того самого. לא התחתנתי כי עדיין לא מצאתי את האחד. לא התחתנתי כי עדיין לא מצאתי את האחד. Когда Сасон женился? מתי ששון התחתן? מתי ששון התחתן? Он женился 2 года назад. הוא התחתן לפני שנתיים. הוא התחתן לפני שנתיים. Когда Сиван вышла замуж? מתי סיוון התחתנה? מתי סיוון התחתנה? Она вышла замуж 3 года назад. היא התחתנה לפני 3 שנים. היא התחתנה לפני 3 שנים. Где вы поженились? איפה התחתנתם? איפה התחתנתם? Мы поженились в банкетном зале в Тель-Авиве. התחתנו באולם אירועים בתל אביב. התחתנו באולם אירועים בתל אביב. Где Сасон и Сиван поженились? איפה ששון וסיוון התחתנו? איפה ששון וסיוון התחתנו? Они поженились в банкетном зале в Тель-Авиве. הם התחתנו באולם אירועים בתל אביב. הם התחתנו באולם אירועים בתל אביב. Я думаю, что я женюсь на ней. אני חושב שאני אתחתן איתה. אני חושב שאני אתחתן איתה. Если ты любишь ее, женись на ней. אם אתה אוהב אותה, תתחתן איתה. אם אתה אוהב אותה, תתחתן איתה. Я думаю, что я выйду за него замуж. אני חושבת שאני אתחתן איתו. אני חושבת שאני אתחתן איתו. Если ты любишь его, выходи за него замуж. אם את אוהבת אותו, תתחתני איתו. אם את אוהבת אותו, תתחתני איתו. Перед тем, как Сасон женится, мы устроим ему мальчишник. לפני שששון יתחתן, אנחנו נעשה לו מסיבת רווקים. לפני שששון יתחתן,
אנחנו נעשה לו מסיבת рavakim. Перед тем, как Сиван выйдет замуж, мы устроим ей девичник. לפני שסיוון תתחתן, אנחנו נעשה לה מסיבת רווקות. לפני שסיוון תתחתן, אנחנו נעשה לה מסיבת רווקות. Вы думаете, что мы поженимся? אתם חושבים שאנחנו נתחתן? אתם חושבים שאנחנו נתחתן? Если вы любите друг друга, вы поженитесь. אם אתם אוהבים אחד את השנייה, אתם תתחתנו. אם אתם אוהבים אחד את השנייה, אתם תתחתנו. Сасон и Сиван поженятся в банкетном зале в следующем году. ששון וסיוון התחתנו באולם אירועים בשנה הבאה. ששון וסיוון התחתנו באולם אירועים בשנה הבאה. В этом видеоуроке мы с вами полностью освоили глагол «лейтхатен», глагол «жениться» или «выходить замуж» в иврите. Мы посмотрели на полное спряжение этого глагола, мы узнали, с каким предлогом этот глагол употребляется, мы пополнили наш словарный запас и применили все на практике в устном упражнении. Если же были какие-либо предложения, которые вам не удалось перевести с первого раза, разумеется, вы можете пересматривать этот видеотренажер любое количество раз. Повторяйте до чувства полного освоения материала. На этом все. Увидимся с вами в следующем видеоуроке.